Как выполняется программа изучения и развития языков народов республики? Тему обсудили на очередном заседании в администрации города. Ответственность за дачу ложных показаний. Жительница города, попытавшаяся обмануть судей, получила штраф. 10 на 10. В детском саду «Солнышко» прошел турнир по русским шашкам среди воспитанников детских садов. А теперь об этом более подробно. Вы смотрите новости. В студии Милиш Бердин. Здравствуйте. На днях в администрации города состоялось очередное заседание комиссии по реализации закона РБ о языках народов Республики Башкортостан. Как выполняется всебая государственная программа сохранения, изучения и развития языков народов республики? Такую тему разговору задала председатель комиссии, заместитель главы администрации по социальным вопросам Гузель Шамгулова. Тему продолжат наши корреспонденты. На заседании комиссии по реализации закона РБ о языках народов Республики Башкортостан в первую очередь были заслушаны выступления по актуальным вопросам. Методист городского отдела образования доложила о ситуации с организацией изучения родных языков в школах Сибая. В этом году непростая ситуация сложилась по изучению башкирского государственного языка. Тем не менее, в нашем городе мы сохранили изучение башкирского государственного языка среди учащихся 2 и 9 классов и в некоторых школах среди учащихся 10-11 классов. Объем тоже 1 или 2 часов. В статье 4 Федерального закона об образовании Российской Федерации изложено, что граждане Российской Федерации имеют право на получение образование на родном языке, поэтому у нас образование ведется на родных языках и в дошкольных образовательных учреждениях, и в общеобразовательных учреждениях города. Как известно, в рамках реализации закона о языках народов Республики Башкортостан комиссией в течение года проводятся рейды с целью выявления и устранения орфографических и иных ошибок на вывесках и официальных документах различных учреждений и организаций. Представители комиссии отчитались о проведенных рейдах. По их словам, в большинстве случаев руководители оперативно реагируют на замечания проверяющих и в краткие сроки устраняют ошибки или недоделки. В этом отношении отметили ряд торговых точек, в которых не было обнаружено ни одно нарушение закона о языках. Однако недоработки были зафиксированы на некоторых предприятиях. С ними и будет работать комиссия в ближайшее время. Также в планах рейды по поселкам, спутникам города. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. В эти дни в городе проводятся массовые мероприятия, посвященные столетию Великой Октябрьской социалистической революции. С инициативой о проведении таких мероприятий выступили городская организация КПРФ и Совет ветеранов Сибая. Уже завтра, 2 ноября, в 16 часов в здании Сибайского колледжа искусств состоится торжественное собрание «Мое советское время». Организаторы приглашают к участию городской актив советского периода. Причины для дачи заведомо ложных показаний могут быть различными. Желание оправдать себя или близкого человека, незнание закона, либо же лжесвидетельство из-за боязни ответственности и так далее. Но что бы то ни было, за дачу ложных показаний предусмотрена ответственность. Так, за попытку обмануть служителей Фемиды поплатилась одна из жительниц нашего города. Действующее законодательство обязывает свидетелей, потерпевших давать правдивые показания. За нарушение данной обязанности предусмотрена уголовная ответственность, поскольку искажение правды в показаниях может повлечь затруднение при вынесении судебного акта, препятствовать установлению истины по гражданскому или уголовному делу. В октябре Сибайским городским судом было рассмотрено уголовное дело в отношении женщины, местной жительницы, за дачу заведомо ложных показаний. Данная женщина являлась потерпевшей по другому уголовному делу по факту нанесения ей телесных повреждений. В ходе рассмотрения уголовного дела она была предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Однако, вопреки предупреждению об ответственности, в ходе рассмотрения дела она дала показания ложные. Данные действия суд расценил как преступление по части 1 статьи 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, и приговором суда ей было назначено наказание в виде штрафа.
И новости спорта. Сегодня в детском саду «Солнышко» прошел турнир по русским шашкам среди воспитанников дошкольных учреждений города. Отметим, что такая практика в Сибае ведется с 2010 года, когда шашки в детских садах стали традиционной игрой. Тему продолжит Екатерина Марочкина. Турнир по русским шашкам среди старших дошкольников из 12 детских садов города прошел сегодня в стенах актового зала детского сада «Солнышко». Юные участники с начала учебного года готовились к соревнованиям, отрабатывали навыки, которые осваивали с воспитателями в рамках образовательной программы дошкольного учреждения. Турнир по русским шашкам зародился еще в детских садах. Сначала играли только внутри детских садов, потом решили таланты, которые у нас самых сильных шашистов, соревнования проводить между другими детскими садами. Сначала у нас с 2012 года примерно проходили игры только между детскими садами, самые сильные. Уже с 2013 года начали официально уже проводить внутри детского сада первый этап, проходил второй этап, полуфинал, уже дети самые сильные выходили в полуфинал, сражались между другими детскими садами. Подобные соревнования в силу возраста главных участников проходят в увлекательной форме. А потому здесь были и выступления с творческими номерами, и стихи, и даже инсценировка шашечной партии с участием детей в роли шашек. И их наставником выступила шахматная королева. Для того, чтобы вовлечь детей в процесс игры, были использованы приемы анимации. Мультяшная Маша рассказала дошкольникам о том, как она хочет научиться игре в шашки. Ребенок, который играет в шашки постоянно, это, во-первых, первый идет подготовка к школе. Это, естественно, уже развито будет логическое мышление и внимание, память. У него уже по математике математический склад уже более усовершенствованный. Поэтому как бы и в других сферах образования память уже развивается, ему легче запоминать. Но в основном ему уже считать проще математики и более усидчивые. На протяжении всего детства игровая деятельность у ребенка является ведущей. В процессе игры ребенок познает мир, а также получает первые социальные навыки. Сегодня в детском садике «Солнышко» проходит шашечный турнир. Игра в шашки, несмотря на свою простоту, развивает у ребенка чувство стратегии, а также внимания. Помимо закрепления основ шашечной игры, организаторы преследуют интересные цели, такие как развитие логического мышления уже с младшего возраста, умение планировать, что в дальнейшем облегчит ребенку период подготовки к школе. Судейская коллегия во главе с начальником городского отдела образования Гаязом Хасановым наблюдала за ходом игр и составляла протокол соревнования для выявления победителей по двум возрастным группам. По итогам мероприятия были определены фавориты. Среди детей 5-6 лет первое место занял Роман Тагиров, воспитанник детского сада «Белочка». А среди ребят 6-7 лет Джамиля Хабирова, воспитанница детского сада «Ляйсан». Призеры турнира были награждены грамотами отдела образования и призами. Екатерина Марочкина, Радмир Исингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Такими были новости среды. Впереди выпуск «Атмосфера кино». Оставайтесь с нами.